Читайте словарь антонимов русского языка. Это шоу не рекомендовано к просмотру. Здравствуйте! На канале СТВ, сети ТНТ, информационный выпуск программы «Интересно» и я, Анна Ильина. И вначале, как обычно, предлагаю ознакомиться с кратким анонсом сегодняшних новостей. Илтумен дает добро, Штыров вновь стал президентом. Контрольный пакет акций Сахателекома ушел с молотка за 2 миллиарда 295 миллионов рублей. Из любителей в профессионалы. Это стоило якутянину Олегу Филиппову 4 месяцев тренировок и боев в Таиланде. И в завершении экскурс по датам с Ларисой Анисимовой. Сегодня состоялось 38-е внеочередное пленарное заседание Госсобрания Илтумен. В повестке значился только один вопрос о наделении Штырова Вячеслава Анатольевича полномочиями президента республики. Самый главный политический вопрос уходящего года решен. Штыров получил большинство голосов народных депутатов и остается главой Якутии на второй пятилетний срок. Затем, как происходило голосование и какие задачи были поставлены парламентариями перед президентом, сегодня следила наш корреспондент Лариса Анисимова. Представить Вячеслава Штырова Госсобрания Илтумен сегодня в Якутск прибыл полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Камиль Исхаков. Свое выступление он начал с обращения по-якутски и с перечисления заслуг главы республики. Депутаттар, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, могу вам по секрету сказать, что поздно вечером 27 ноября все-таки, деятельность Вячеслава Анатольевича Штырова на президентском посту уже почти 5 лет, с января 2002 года, проходила в непростых условиях. Несмотря на это, благодаря его работе, сегодня республика является одним из стабильно развивающихся регионов, занимает достойные позиции и по объему промышленного и сельскохозяйственного производства, внешнеторговому обороту, естественному приросту населения, строительству жилья и объектов социально-культурной сферы. А председатель парламентского комитета по государственному устройству и законодательству Александр Кимкимен сожалел, что Россия перешла вот к такой процедуре назначения губернаторов. Ну а пока интересы народа сейчас отстаивает законодательный орган. Мы с пониманием отнеслись к этому, так как это произошло после известных бесланских событий 1 сентября 2004 года, и в стране тогда нависла угроза ослабления государственной власти. Но мы надеемся, что со временем гражданское общество нашей многонациональной страны будет готово к прямым выборам. Александр Кимкимен в конце своего выступления привел несколько умных слов, видимо, в назидание Вячеславу Штырову. И так ему помогут вот такие слова Вольтера. «Никогда не бывает больших дел без большой работы. Пригодится и знание восточной мудрости. Где кончается терпение, начинается выносливость». Да и пренебрегать якутской поговоркой, гласящей о том, что вторая мысль вернее первой, не стоит. Кандидат на пост президента республики Вячеслав Штыров сегодня практически повторил свое вчерашнее выступление перед депутатами. Деятельность руководства Якутии за последние 5 лет он оценивает весьма высоко. Выполнены практически все программы. Больше произвели, больше оказали услуг друг другу и так далее. В республику потекли инвестиции. Их размер составил 160 миллиардов долларов. Подводя итоги сегодня этих 5 лет с точки зрения выполнения экономических программ правительства Республики Саха-Якутия и Государственного собрания Республики, необходимо сказать, что в основном в целом задачи выполнены. Обеспечен рост промышленного производства в реальном исчислении, без учета инфляции на 10%. Обеспечен рост производства сельскохозяйственной продукции на 5%. Увеличена работа транспорта и торговли примерно на 40%. В совокупности это означает, что мы с вами больше произвели, больше выполнили всевозможных работ, оказали друг другу услуг. Значит, таким образом увеличился валовый региональный продукт Республики Саха-Якутия как интегральный показатель развития на 15%. И по величине валового регионального продукта и добавленной стоимости на душу населения мы вышли в число 5 ведущих субъектов Российской Федерации. Впереди республику ждут глобальные проекты. Это строительство нефтепровода, 9 гидроэлектростанций. Не будут забыты и такие отрасли, как сельское хозяйство, ЖКХ, транспорт, угольная промышленность и так далее. А по добыче газа к 2015 году Якутия должна выйти на 2-е место в Российской Федерации. Все это вместе должно дать рост внутреннего регионального продукта в 3 раза. Сложная задача стоит перед социальной сферой. Штыров сегодня сказал,
сказал, что здравоохранению и образованию необходимо дать возможность заработать. Любопытно, как все это обернется для населения, да и для самих учителей и врачей. Перед тем, как отдать голоса за Штырова, сегодня новому старому руководителю республики, депутаты задали много вопросов и поставили новые задачи. Они касались таких проблем, как газификация села, борьба с коррупцией, кадровой политики. К слову сказать, по кадрам сегодня хорошо прошлись депутаты-коммунисты. Народный избранник Александр Гаврилев с трибуны заявил, что Евгении Михайловой вообще не место в правительстве. Толстых не имеет морального права занимать должность министра по науке, а действия Михаила Николаева не способствуют консолидации общества. По кадрам чуть погодя уточнение сделал Георгий Артемьев. Он назвал еще несколько фамилий, носители которых не соответствуют занимаемой должности. В этот список попали 2 Борисова. Было очень интересно слушать, но мы об этом подробно расскажем вам в субботнем интересе недели. Ну а вице-спикер Госдумы Михаил Николаев был рад, что Путин внес именно кандидатуру Штырова, по сути, преемника первого президента республики. Где родился, там и сгодился. Старый принцип отбора кадров находит свое наглядное подтверждение. Предлагая единодушно поддержать кандидатуру Вячеслава Анатольевича Штырова на пост президента Республики Саха, предоставить ему условия и возможности для дальнейшего закрепления лидирующей роли республики среди субъектов Российской Федерации для укрепления могущества России. Голосование сегодня было тайным. Всего в выборах участвовало 64 депутата. Сказала 64 бюллетеней. Действительных нет. При подсчете голосов оказалось, что Штыров Вячеслав Анатольевич за 60, 93,60%, против 3, воздержался 1. Зал после этих слов сразу возликовал. Вот так дело сделано. Вячеслав Штыров снова президент. Поздравляем. Хотя занимать такой ответственный пост, как он сам признался мне, не сахар. Сегодня состоялся 3-й аукцион по продаже контрольного пакета акций компании «Саха-Телеком». Предыдущие торги были отменены по причине